И снова на поляне пансионата Уатхара раскинулся палаточный лагерь. Здесь уже 17 лет отдыхают абхазские дети. На сей раз идея провести детский горный лагерь пришла сотрудникам благотворительного фонда «Киарас». После того, как мы предварительный список сформировали, мы обратились к Тае Георгиевне Алане, всем известной, да, Дом юношества, мы знаем, много лет проводит подобные лагеря, и кому, если не к ним, обратиться, в принципе. Вот. Мы обсудили с ней детали, какая возрастная категория это будет, какие это будут дети, какие села. Я со своей стороны сказала, что это за дети будут. Финансово поддержать лагерь взялся фонд социального страхования. И в конце июля автобус с детьми выехал с территории Сухумского дома юношества. Все эти дети, дети из многодетных семей. Мы охватили на этот раз всего лишь Ачимчирский район, Гулрипский район и Сухумский район. В дальнейшем, конечно, планируем расширить тоже свою географию и количество детей тоже. Дети, которые ни разу не были в горах, в первые 2 дня привыкали к горным условиям, знакомились друг с другом. Когда закончился период адаптации, началась активная форма отдыха. Ну, во-первых, походы в близлежащие горы, на Ажарский водопад, на озеро Мзы, по берегам реки Лашепсе. Все последующие дни начинались с раннего подъема и обязательной зарядки. Ведь одной из главных задач лагеря является здоровый образ жизни. Раз в неделю ребята убирают свои палатки, подметают территорию лагеря, утилизируют мусор. И, конечно, занятия, куда же без них, даже на отдыхе. Однако дети все делают с удовольствием. Благодаря таким лагерям, которые проводят взрослые, в частности, Сухумский дом юношества, у детей развивается способность поиска выхода из сложных ситуаций при условии ограничения возможностей. Я думаю, что многие здесь находящиеся дети повышают свою самооценку, у них происходит лучшее осознавание своих положительных качеств, ролей, позиций, ценностей и лучшее осознавание своих ролей как членов общества. И задача нас, взрослых, которые имеют прямое отношение к образованию, к воспитанию детей, сделать так, чтобы дети могли понимать, чтобы они понимали, что мир – это открытая система возможностей, развивающаяся система возможностей, в которую каждый из них, будучи чувствуя себя полноценной личностью, самодостаточной, в дальнейшем сможет привнести какой-то свой позитивный, положительный вклад. После всех занятий, походов, активных игр весь отряд с удовольствием ест еду, приготовленную на костре поварами лагеря. Но самое интересное все же начинается вечером. Просмотр любимых мультфильмов в импровизированном кинозале, вечерние дискотеки, где можно увидеть и мастерское исполнение абхазских танцев, и виртуозный брейк-данс. Самое главное, что мы хотели бы дать детям в этом лагере, это почувствовать тепло, почувствовать заботу, внимание старших людей, которым мы, насколько мы могли, окружили их в течение этих 10 дней. Ребята чувствуют, очень многие ребята чувствуют, замкнутые, робкие, закрытые дети стали постепенно раскрываться, стали как бы общаться с нами, делятся какими-то своими впечатлениями или рассказами о своей жизни там, дома, пытаются даже иногда сами наладить какой-то контакт со взрослыми людьми. Особенно им не хватает общения с мужчинами, поэтому многие наши сотрудники лагеря, мужчины, как-то особо выделяют ребят, особо общаются с ними. Это рыбалка совместная, это во время походов, как они обращаются с ними, там ребятам даются поручения, там кто-то рюкзак несет с едой, кто-то отвечает как ведущий, кто-то замыкающий. То есть вот эти вот обязанности, которые распределяются между ребятами, мальчиками в особенности, они как-то особо выделяют и дают им почувствовать свою значимость и силу.
В горах свои правила поведения считает преподаватель Валерий Раифович Агарба и обучает наших детей элементам выживания. Надо научиться правильно и быстро разводить костер, ставить палатки. И все же мы не ошибемся, если скажем, что самое любимое занятие в горах для детей – это купание в речке. За 10 дней пребывания в лагере не обошлось и без празднования дня рождения. К этому дню готовился весь лагерь. Были написаны поздравительные открытки и плакаты. Быстро пролетели 10 дней в горах. Ребята подружились, много узнали о своей родине, познакомились с флорой родного края. Некоторые вообще первый раз покинули свой дом. Впечатлений, конечно, много. Мы с пацанами уже дружим. Даже вот трое новеньких пришли, мы уже подружились. Все хорошо. Нам здесь очень нравится. Мы здесь на 10 дней, а то остались еще на 10. В последний день лагеря провели популярную игру под названием «Квест» – игра по ориентированию на местности. А на финальной линейке раздали всем участникам лагеря призы, новенькие маечки и носочки. А вообще скажите, вам понравилось? Да! Хотите еще раз? Да! Манана Кокоскир, Денис Авицба, Ауатхара.